День Победы, 9 мая. Праздник мира в стране и весны. В этот день мы солдат вспоминаем, не вернувшихся в семьи с войны. В этот праздник мы чествуем дедов, защитивших родную страну, подаривших народам победу и вернувших нам мир и весну. С каждым годом великое поколение, которое подарило нам мир и весну, уходит. И восполнить эти потери, конечно же, никогда будет невозможно. Уходят великие истории, великие рассказы о том, как все происходило на этой страшной войне. И только от нас, от следующих поколений, зависит, донесем ли мы всю боль, все величие того поколения, которое защитило нашу территорию, нашу страну и позволило, чтобы на этой территории, на этой земле воцарился мир, прогресс, будущее и счастливое детство и взрослое время для всех людей. Сегодня мы посвящаем наш вечер этому празднику. Сегодня мы, говоря о Великой Победе, вспомним своих дедов, бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек, которые прошли войну. Кто-то в живых, и это большое счастье. Мои вот дедушки и бабушки уже ушли в мир иной, к сожалению, и многого я не узнала от них, о чем мне хотелось бы узнать. Сегодня будут выступать руководители татарской автономии, сегодня будут читать стихи о победе, и, конечно же, сегодня будут подарки, награды, и я надеюсь, что вы проведете время приятно, с пользой, с улыбкой. Спасибо, что вы пришли. Сегодня начинаем мы наш вечер с выступления председателя Татарской национальной культурной автономии Некрасовка Таиров Раиль Хусаинович. Прошу вас, пожалуйста. Еще раз добрый вечер. Давайте мы с вами еще раз познакомимся. Я являюсь председателем Татарской национальной культурной автономии города Москвы, поселка Некрасовка. Сегодня у нас первое мероприятие. Я надеюсь, что у нас мероприятие будет почаще, а будем разные темы развивать. Сегодня у нас, 76-летие победы над фашистской Германией. Маленькое такое мероприятие проведем. Я думаю, всем понравится. Если позволите, я зачитаю маленький, как говорится, доклад. Отечественная война 41-45 годов стала величайшим испытанием для всех народов Советского Союза. Потребовалось героическое усилие на грани невозможного, чтобы отразить нашествие завоевателей фашистских агрессоров. Все народы Советского Союза объединились для того, чтобы, несмотря ни на что, отстоять независимость своей страны. В героической и самоотверженной борьбе татарский народ не был исключением. Более 200 татар стали героями Советского Союза. В процентном отношении это один из высоких показателей среди народов страны. Почти 70 тысяч татар были отмечены боевыми наградами. Воины татары на полях сражений проявляли лучшие качества: великую любовь к родине, ненависть к врагу, выносливость, умение переносить любые трудности, писал маршал Говоров. В первый же день войны большинство молодых татар оказались в полях сражений. Чаще всего уходили на войну все мужчины, семьи. К примеру, 4 сыновей Хасана Ахметова, 6 сыновей Ибрагима Нурмагомедова из Татарстана воевали на фронте. Почти половина членов Союза писателей Татарстана вместе с председателем Мусы Джалилем ушли на фронт. Погибли такие замечательные поэты, как Нурбаян, Фатих Карим, Гадель Куты, Мансур Гаяз, Кашфи Басыров и многие другие. Сейчас мне хотелось бы представить слово имаму Хазрату Люберецкой районной религиозной организации мусульман «Свет» Рахманкулову Рамилю Раисовичу. Будьте добры. Ассаламу алейкум, ва рахматуллахи ва баракатух, уважаемые собравшиеся. В Люберецком районе не было никаких мусульманских организаций. Мы первые, сейчас уже 4, альхамдулилля. Здесь у нас, я хочу поблагодарить сейчас Рамиля
за то, что он пригласил меня, за то, что предоставил такую возможность сказать вам слова приветствия. И напомнить я вам хочу одну вещь. Вот тут предыдущий оратор сказал очень хорошие вещи, что мы ни в коем случае не должны забывать о том, что мы мусульмане. И где была бы наша нация без нашей религии? Потому что благодаря нашей религии мы имеем такой мощный генетический задел. У нас сильные, красивые мужчины, у нас сильные, красивые женщины, которые там в 40 лет выглядят на 18. На одном меджлисе, расскажу вам небольшую историю, я наблюдал, как одна молодая девушка, думал, класс, наверное, 7, 8, 9, максимум 10. Максимум 11. Бегала, помогала, крутилась там. Накрывала на стол. И подходит к ней другая девушка, лет 12, наверное. И вот эта 12-летняя обращается к этой: мам, представьте себе, она выглядит вот так молодо. Это одно из доказательств того, что татарская нация имеет очень сильную генетику. И имеет она сильную генетику благодаря тому, что она придерживалась мусульманских законов. А по мусульманским законам человек не должен ни употреблять алкоголь, ни в каком виде, ни курить, ни есть неправильные продукты и так далее, и так далее, и так далее. Вот если мы с вами не будем помнить о тех традициях, которые нам дал ислам, и не будем эти традиции передавать своим детям, не будем читать намаз, не будем читать Коран, то кто за нас будет потом читать дуа, если мы потом умрем? Вот как предыдущий оратор сказал, никто. Поэтому пока у нас есть силы, пока у нас есть глаза, которые видят, пока у нас есть руки, которые держат книгу, пока у нас есть мочевой пузырь, пока он держит, понимаете? Потому что придет время, когда и этого не будет. Потратьте оставшееся время на то, чтобы вспомнить, что мы мусульмане, почитать книгу, которая дана нам Всевышним в качестве инструкции для жизни. Потому что покупаем принтер, покупаем музыкальный центр, покупаем электробритву. Там есть обязательная инструкция. Даже покупаем пачку лапши или пачку овсянки, обязательно на другой стороне написано, размять лапшу, высыпать в чашку, залить кипятком, подержать 3-4 минуты, добавить того-этого, и будет вкусно. Уж даже если у лапши есть инструкция, то что можно сказать о жизни? Всевышний не дал нам эту жизнь без инструкции. Он хочет, чтобы мы жили хорошо. Он хочет, чтобы мы жили богато. Он хочет, чтобы мы жили честно. И дал нам эту инструкцию. И тот, кто эту инструкцию прочитает от начала до конца, он будет в значительном выигрыше по сравнению с теми, которые считают это ерундой, считают это средневековьем. Я по первому образованию учитель русского языка и литературы, закончил Московский университет педагогический. И по программе приходилось нам читать и христианские книги, и Библию прочитали мы, и Бхагавад-гиту, и другие книги. Так вот, если сравнить все эти книги, то мы увидим, что там одни и те же имена. Мария, Марьям, Иисус, Иса, Давид, Дауд, Соломон, Сулейман, Ной, Нух и так далее, и так далее. Просто наша книга не была подвержена такого большого количества переводов. Не было у нее. Не было такого большого количества искажений из-за этого. Поэтому самым лучшим разумным поступком на сегодняшний день мусульманина будет это то, что если он будет придерживаться этой инструкции. Вот я ее сюда привез и хочу ее в качестве подарка Рамилю, моему тезке, вручить. Это перевод Корана. Здесь на одной стороне, на арабском языке и на русском языке есть перевод. Так сказать,
Салам алейкум, ва рахматуллахи. Уважаемый Хазрат упомянул самую главную книгу мусульман, Коран. В переводе, возможно, не так заметно, но настоящие переводчики все говорят, что это поэтическая книга, что там есть поэтический ритм, что это написано, а значит передано красиво, поэтично, символично, метафорично. То есть это действительно высокая небесная поэзия, и тем не менее это книга как инструкция для жизни. Награждается Абдюшев Рамиль Рашидович за организацию и активное участие в подготовке и проведении мероприятий, связанных с празднованием 76-летия Победы. Пожалуйста. Поздравляем вас. Награждается Грибцов Иван Сергеевич за организацию и активное участие в подготовке и проведении мероприятий, связанных с празднованием 76-летия Победы. Награждается Искандяров Гаяр Ахметович. Все-таки вам придется выйти. Также за организацию и активное участие в общественной жизни и в мероприятиях, связанных с празднованием Победы. Вот здесь видите, служу советскому народу. Спасибо. Благодарственное письмо вручается Таировой Зульхидже Хусаиновне за организацию и активное участие в мероприятиях. Вы нам лицо поверните. Идите сюда, сфотографируем вас. Держите. Спасибо большое. Вот это вот самые, вот так вот достаточно, да, вот это самые светлые воспоминания об этом Дне Победы. Конечно, мы будем, пока хватает сил, идти там, в этом бессмертном полку, и вспоминать наших отцов. Вот, ну что надо сказать еще, вот имам говорил, да, вот ислам, но вообще-то мы все под одним Богом ходим, надо это понимать, да. Вот, и ценности, и не только ислама, но и христианские ценности, и иудейские ценности. Для нас это общие ценности, понимаете? Мы единый народ этой страны. Вот. И мы все защищали эту родину, мы эту родину собирали, мы ее строили, так? Вот. И поэтому нам все это дорого, понимаете? Нам дорого. И, конечно, обидно, когда тебя вдруг считают второсортным, или твою религию считают второсортной, правильно? Ведь мы на этой земле, мы для того, чтобы эту землю созидать, чтобы здесь работать, в конце концов. И вот в сегодняшнее время, вот как раз вот эти вот вещи с ущемлением национальных языков, конечно, мы воспринимаем очень, очень тяжело и очень трагично, понимаете? Ну чем мы виноваты? Почему мы не государствообразующий народ? Мы такой же народ, как и все. Понимаете, нас что-то начали делить по богатству, по сословиям, по национальностям. А мы делиться не хотим, мы те же советские люди, понимаете, мы жили на огромной стране.